2 собаки, породы хаски, и все вот такие дохлые курицы по всей, ну, вон там четверо лежат. Место происшествия Искандер Мингазов называет полем Куликовской битвы. Перья, кровь и тушки 28 мертвых куриц и 1 петуха. Такую картину в своем дворе обнаружил хозяин дома. По его словам, зверство учинили соседские собаки. В другой стороне деревни даже слышно, как они воют ночами. Мне даже страшно иногда становится. И они все вот по улице ходят, сами себе пищу добывают. У кого куры, у кого утки, у кого гуси, у кого овцы. Даже они дошли до соседней деревни. Этот случай не первый в деревне Бурнашево. Жалобы поступали и от жителей соседних поселений. Так, полгода назад у Гульзии Валиевой эти же собаки напали на баранов. Из 6 живыми в своем сарае она обнаружила только 2. С утра мы вышли, чтобы покормить своих овец, но обнаружили, что с 4 уже убили, а собака рядом стоит. Оказалось, что собака это нашего односельчанина Касымова Искандера. Я возмещу ущерб в полном объеме. И подпись его. Тогда хозяин собак Искандер Касимов обязался Гульзии Валиевой выплатить 20 000 рублей за причиненный ущерб. Даже расписку написал. Однако деньги пострадавшая не получила до сих пор. Новых барашков жительница купила за свой счет. Эти теперь новые овцы, 2 наши, которые в живых остались, были ранены. Мы их излечили. 4 купленные за наши деньги из соседней деревни. Нарушителями деревенского покоя стали вот эти 2-летние хаски. Их хозяева – многодетная семья Касимовых. Переехали в Бурнашево в 2014-м из Казани. Ирина и Искандер, бывшие профессиональные спортсмены, решили воплотить давнюю мечту и создать ферму. За 6 лет Касимовы наладили собственное производство молока. Новоселу уверены, собаки в этой ситуации только пешка. Все дело в соседе Мингазове, у которых, по словам Касимовых, личная неприязнь к ним. У них характер заложен, они любители играть. Да. То есть это они поиграли? Они же, да, просто они поиграли, они же их не съели. Ну, как вот сказать, не больно. Не больно же они там загрызли и там давай ее кушать. Они мертвые сейчас лежат, вот мы заходили посмотреть. Ну да, они все просто передушили. Да, просто передушили. Им у них просто спортивный интерес. Здесь они у нас спят. Единственное, выпускаем собак, но только сюда, во двор, когда мы тоже находимся во дворе, чтобы они немножко побегали. По словам Касимовых, за своими собаками они следят хорошо, без присмотра на улицу не выпускают, а прививки делают регулярно. Собаки прививаются ежегодно. У нас есть паспорт на каждую собаку. Именно здесь сейчас находятся 2 собаки хаски. Уже 3 дня они остаются в сарае Искандера Мингазова и питаются теми курицами, которые поймали себе сами. На неоднократные жалобы жителей отреагировал исполком. Дело взяли на контроль. Неоднократно хозяины собак предупреждались. А в этом случае уж материалы предоставлены административную комиссию. Но к мирному соглашению дело пока не идет. Искандер Мингазов уже вызвал участкового. Дело направили в прокуратуру района. Здесь и предстоит выяснить, на чьей стороне правда. Для принятия решения направили ОМВД России по Павловскому району, а также административную комиссию к району для принятия решения. Прокуратура взяла данное обращение на особый контроль. Если дело дойдет до суда, тогда владельцам собак придется возместить материальный ущерб. Пока же единственный возможный штраф – 300 рублей за выгул собак без намордника. Наталья Мизина, Вадим Илларионов, ТНВ, Апастовский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.